смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Амгинский дом народного творчества имени Федора Потапова готов вновь встречать гостей. Здание полностью обновилось благодаря национальному проекту «Культура». Амгинский наслег стал одним из первых участников масштабной реновации домов культуры, начавшейся в рамках национального проекта в этом году. На 12 миллионов рублей были обновлены зрительский зал, сцена, закуплены световое оборудование и светодиодный экран с кулисами. Какие в целом проекты удалось реализовать в сфере культуры в 2021 году? Об этом поговорим с гостем студии, министром культуры и духовного развития региона Юрием Куприяновым. Юрий Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на пандемию, год для отрасли культуры получился довольно-таки насыщенным. Какие события вы бы выделили в первую очередь? Да, действительно, год получился насыщенным, немножко даже торжественным, ответственным. И главное, весь 2021 год, благодаря главе республики Арсению Сергеевичу, оперативному штабу, правительству, прежде всего, вот этой слаженной работы нашей команды, отрасль культуры мы проработали. Во-первых, мы не сидели в локдауне после 2020 года. Для нас это был такой год, когда мы полуоткрывались, открывались, и сегодня почти работаем с 70% наполняемости наших залов при репертуарных показах наших спектаклей. Музеи с соблюдением социальной дистанции. Но в целом мы 2021 год, в отличие от 2020 года, когда был полный локдаун, работали. Мы сохранили движение, мы добились некоторых, ну даже, можно сказать, приличных таких результатов. И что хотелось бы отметить, 2021 год, действительно, реально, вживую мы провели праздник на Алепинской земле. Это Ысе Халанхо, который прошел с учетом уже всех требований, ограничений, но в целом мы его провели очень живой. И я думаю, что и жители очень довольны. Вся республика, которая смотрела, видели, насколько это красивый праздник, насколько мы соскучились по такому общению и насколько красиво все у нас получилось. Я хотел бы поблагодарить все наши коллективы, которые я вчера и делал, учреждения, которые все организовали такой праздник, который мы несем же на самом деле, отрасль культуры, несем радость людям. Очень на высоком уровне мы провели Дни Якутии в Казани. Татарстан в следующем 22-м юбилейном для республики году приедет в гости уже к нам. В 2021 году добились результатов наш театр оперы и балета. Впервые за всю историю нашего театрального искусства мы завоевали приз, номинацию «Онегин», один из 8 грантов, который присуждается по Российской Федерации. Добились высокого результата наши студенты нашей балетной школы. Алисия Пак и Иван Одинцов стали признанными лауреатами балетных конкурсов, которые проводятся в Российской Федерации. И как бы общий успех, большую номинацию, это победа не только отрасли культуры, это победа всех жителей нашей республики. Я бы отметил то, что Книжный союз Российской Федерации признал Якутию территорией чтения книги. И глава нашей республики получил эту номинацию благодаря тому, что мы 3 года уже держим планку, высокую планку, сходим призеры. В прошлом году были флагманом читающей России, и 2 года сохраняем призерскую такую позицию для того, чтобы признать, что Якутия после Санкт-Петербурга и Белгородской области является самым читающим регионом, одним из самых читающих регионов Российской Федерации. Нам есть чем гордиться. Юрий Степанович, вот вы упомянули успех театра оперы и балета на премии «Онегин», которую зачастую называют российским «Оскаром» среди музыкальных театров. Но помимо этого, театр оперы и балета в целом, насколько нам известно, неплохо провел этот год. Да, театр оперы и балета сегодня является лидером внедрения большого проекта, который в 2021 году только начался. Это называется «Пушкинская карта». По Пушкинской карте каждому гражданину Российской Федерации от 14 до 23 лет государство дает, в этом году давали 3000 рублей, в следующем году 5000 рублей для того, чтобы человек приходил в наше учреждение, приобщался к своей истории. Ну, а наша задача для того, чтобы воспитать это будущее Российской Федерации, это будущие граждане, патриоты нашей страны. Мы должны через эти деньги государства провести определенную работу для того, чтобы было интересно человеку приходить в наше учреждение, было содержательно, но и в целом в конце мы имели бы наше будущее поколение, которое будет строить дальше нашу государственность, нашу страну. Прекрасный проект, очень важный и очень нужный и молодому поколению, и нам, учреждениям отрасли культуры. У нас сегодня подключены к этому проекту 20 учреждений. Работаем над тем, чтобы районные дома культуры подсоединились к этому. И сегодня Мегино-Кангаласский луз, село Майя, Мирный город, поселок Чернышевский уже включились, как бы открыли двери муниципальные учреждения. Но а все 20 учреждений
которые в нашей государственной республике Саха-Якутия сегодня активно работают, и сегодня среди них лидером является театр оперы и балета. Далее идут русский театр, Национальный художественный музей, Саха-театр. Ну вот сегодня активно выделяется Якутский государственный музей, объединенный музей имени Ярославского. 18 тысяч детей, ну, ребят-подростков от 14 до 23 лет сегодня имеют в наличии свою пушкинскую карту. И я уверен, что 2020 год мы будем наращивать это количество. В этом году также состоялся приезд маэстро Гергиева. Как же удалось договориться о приезде такого человека искусства? И какие гастроли нам стоит ждать в будущем 2022 году? Маэстро, приезд Гергиева для республики на самом деле ведь не новость. Мы активно работаем с Мариинским театром. У нас есть такой человек прекрасный, как Наталья Базалева, которая установила мосты великой и большой дружбы с Мариинским театром. Но приезд Гергиева в этом году был действительно уникальный. Как бы Айсен Сергеевич Николаев, наш глава, в своем выступлении обозначил, что мы приездом Мариинского театра открываем культурную программу столетнего юбилея Республики Саха-Якутия. Приезд Гергиева заложен в программу столетия празднования Республики Саха-Якутия, которую утвердил президент страны Владимир Путин. И своим решением Юрий Петрович Трутнев, наш полпред, обозначил все планы проведения этого столетнего юбилея. И в следующем 2022 году у нас откроются многие двери и музея, и театров. Ну, одним из самых, наверное, важных и главных торжественных событий, куда мы обязаны пригласить всех жителей нашей республики, максимальное количество, это 3 спектакля, которые покажет Большой театр на сцене нашего театра оперы и балета. Состоятся они 23-24 сентября, 25 3 дня сентября 2022 года. Будем ждать с нетерпением. Ну а если говорить в целом про 2021 год, в этом году уже под финал государственную компанию «Саха-фильм» возглавила Сардана Савина. С чем это связано и какие планы сейчас стоят перед киноиндустрией нашей республики? Ну, это связано с тем, что время идет, время же не стоит на месте, и мы встречаем и Новый год, провожаем Старый год. Сардана Савина возглавила сегодня, потому что Дмитрий Шадрин сам изъявил желание перейти на другую, более, скажем, творческую работу, заниматься творчеством, которым он занимался много лет, и до того, как 8 лет возглавлял Саха-фильм. Да, Дмитрий Васильевич принял такое решение сам, самостоятельно. Сколько он сказал, что вот эти 8 лет и посвятил тому, чтобы Саха-фильм как учреждение состоялось. И сегодня есть преемник, это Сардана, действительно, по предложению Дмитрия Васильевича и в целом коллектива кинопроизводителей, которые работают у нас на территории республики, коллектива Саха-фильма. Она вот признанный сегодня лидер, который взяла на себя ответственность быть руководителем Саха-фильма. Это ведь непростая миссия, поскольку многие люди, которые работают в сфере кино, это творческие люди. Они все любят больше заниматься своими проектами, кинопроизводством, той работой, которая делается для того, чтобы фильм появился. Ну и сегодня Сардана, как вот только возглавила, мы приступили уже по поручению главы нашей республики Айсена Сергеевича к формированию, подготовке, во-первых, концепции развития кино, которые вот в эти дни мы только запустили на согласование органы исполнительной власти. И мы согласовали с органами исполнительной власти и вынесли уже через Госправовой отдел на рассмотрение первого заседания правительства Республики Саха-Якутия 2022 года проект о развитии, о государственной поддержке кинопроизводства Республики Саха-Якутия. Мы будем первым регионом, в котором появится вот такой закон. Каким же образом будет оказываться поддержка? Глава республики 2 года назад уже распорядился для того, чтобы правительство республики при формировании бюджетных расходов всегда учитывало вложение государства в развитие кино. До 80 миллионов рублей ежегодно и документальное кино, и художественное кино. Не всегда удается выдержать эти параметры, скажем, по размерам, по объемам, но все равно, несмотря на пандемийный 2020 год, правительство тоже выделило деньги на питчинг. 2021 год мы тоже провели питчинг. То есть мы вкладываем часть расходов, которые необходимо для того, чтобы этот фильм появился. Не полностью кино, но часть расходов, которые возмещаются на основе конкурса, так называется вот питчинг. Работают там, участвуют и Министерство культуры, и Саха-фильм, и эксперты, которые работают в отрасли кино. Мы привлекаем и из Москвы 3 человек, членов жюри, которые выдают свою тоже оценки, каким фильмом якутский питчинг должен или может финансировать. Дальше у нас вот, ну смотрите, каждый год что-то появляется, да, мы вот холодное золото в этом году, это было специальное решение в связи с юбилеем НКВД на территории нашей республики, столетним юбилеем. Сегодня Дмитрий Васильевич Шадрин совместно с Иваном Болотниковым работают над тем, что первый раз республика выиграла федеральный грант питчинга 20 миллионов рублей, плюс 9 миллионов нашего софинансирования. Это фильм «Не хороните меня без Ивана».
Я думаю, что в юбилейный 22 год у нас по итогам 2 питчингов 2020 и 2021 года появятся картины, которые наши известные уже режиссеры выкажут на суд зрителя. Многие ждут действительно для того, чтобы немножко пандемия ушла чуть дальше. У нас условия по итогам массового, там, скажем, подхода к вакцинированию улучшились для того, чтобы прокат у нас в кино действительно шли с аншлагом. Это такие фильмы, которые уже люди ждут от Дмитрия Давыдова, от Степана Бурнашова, от Марьяны Скрыбыкиной. Это все наши известные коллеги, друзья. И Эдуард Новиков, и Никита Аржаков, которые вот в свое время, Эдуард, надо называть, что первый, который нам привез первый приз, первое большое признание – это «Царь птица». Никита Аржаков с Тыгандарханом сегодня в тренде. И вот эти все аспекты дают говорить о том, что у нас есть большая команда якутского кино. Это не один человек, это большая команда, и появляется много новых имен. Это говорит о том, что сегодня якутское кино является не только феноменом, якутское кино уже является событием, наверное, жизни кино Российской Федерации. Буквально вот недели 3 назад, когда мы были в гостях Министерства культуры, я зашел, познакомился и вел переговоры, разговоры, скажем, обсуждал вопрос развития кино в Российской Федерации в Департаменте кино Министерства культуры России. И там с интересом ждут от нас, интересом участвуют, признают наши достижения. И в той концепции большой российского кино будет раздел «Развитие регионального кино». И вот наши посылы, поддержка нашего закона государственной поддержки кинопроизводства. Сейчас как раз, кстати, вносятся изменения в федеральный закон о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации. Они будут созвучны. То есть мы работаем в большой команде ребят, которые активно включились в процесс развития кино. Это дух времени. И каждый раз, когда встречаюсь, когда вот вручали даже премии, всем ребятам говорю: ребят, вы начали историю якутского кино. Запомните, ваши имена будут вот золотыми буквами останутся в истории якутского кино. Очень интересный и содержательный фильм «100 лет» или «Век якутского кино» в этом году по номинации документальных фильмов нам подарил Иван Кривогорницын. Очень интересный фильм, очень содержательный для того, чтобы знать историю своего кино. Юрий Степанович, о театрах, о кинематографе мы с вами поговорили, а вот о строительстве новых объектов. Были ли в этом году введены какие-то крупные объекты или, может быть, что-то только предстоит? Да, конечно, что-то предстоит. В 2022 году мы откроем большое количество действительно объектов, которые имеют отношение к нашей культуре. Это дома культуры в Барагонцах, Дом культуры в Намсах и Большой драматический театр в Нюрбе. Это то, что мы ждали, то, что ждали не один год, и это ждали население этих районов. Ну, Нюрбинский театр, это ждало несколько поколений выпускников Щепинска. Мы стараемся, чтобы обратились к главе республики для того, чтобы на такое событие, открытие большого драматического здания, драматического нашего театра, который имеет свою историю, свои достижения, обратились с просьбой пригласить министра культуры нашей Российской Федерации. Я думаю, что, возможно, это событие состоится, и министр культуры в этом году, юбилейный 22 год, посетит Республику Саха-Якутия. Сроки проведения этих мероприятий, они летнее время, они уточняются, сейчас сдвигаются для того, чтобы выстроить максимальное количество. Вот у нас самый насыщенный месяц, юбилейный, наверное, будет апрель и июнь. Во время цехов, знаете, да? Я думаю, что сейчас команда администрации, правительства республики выстроит такие сроки для того, чтобы праздники все будут немножко вот так сдвинуты для того, чтобы не мешали людям участвовать в этом празднике, успеть в другой праздник. И буквально в это время, когда мы с вами ведем разговор, в селе Апаны Намского улуса строители вкручивают гайки кресел в зале, который откроется завтра, послезавтра. Там завершится строительно-монтажная работа и будет подписан разрешение на ввод этого объекта, который строится по национальному проекту «Культура» с 2016 года. Будем надеяться, что все будет именно так. Благодарю вас, Юрий Степанович, за то, что стали сегодня нашим гостем и вместе с нами подвели итоги в сфере культуры. Так и будет, да. Желаю всем хорошего Нового года, чтобы этот Новый год действительно был торжественный, содержательный и радостный для каждого из нас, поскольку это год столетнего юбилея всей нашей республики, значит, всех нас. Спасибо. А я напомню, темой нашей сегодняшней беседы стали итоги 2021 года в сфере культуры. Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.